Страх перед сложившейся ситуацией и апатия к происходящим процессам лишь усугубляют проблему, с которой мы столкнулись. Какой бы тяжелой ни казалась задача, она всегда выполнима, ее не надо бояться, а тем более считать невыполнимой. Мы объединяемся для создания лучших условий в интересах большинства. Это Эсси Таксакондис. Здравствуйте, коллеги. Почему нельзя бездействовать и оставаться простым наблюдателем? Ухудшающиеся условия в отрасли такси уже давно пробили дно, и кажется, что хуже уже некуда. Однако для капиталиста нет преграды, перед которой он может остановиться на пути получения прибыли, а значит, что, оставаясь в стороне, каждый из нас помогает ухудшать свои условия труда, увеличивать длительность рабочего дня, уменьшать размер заработка, снижать уровень социальных гарантий. Профессия таксиста превращается в хобби для любого обладателя водительских прав. Подробнее о произошедших изменениях в отрасли можно посмотреть в нашем видео о превращении таксистов в рабов. Нам нельзя бездействовать и наблюдать за ситуацией, надеясь на кого-то, потому что этот кто-то своей целью видит лишь желание залезть в наш карман и забрать наши заработанные деньги. Нельзя оставаться в стороне, когда у тебя воруют твой заработок. Что сегодня объединило всех водителей такси? Общая проблема, с которой столкнулся любой профессиональный таксист, то, на что мало кто обращает внимание. А ведь это вирус, заразивший сегодня каждого из нас. И я сейчас не о COVID-19. Я о приложениях, которые стали пандемией, уничтожающей отрасль. Они объединили всех водителей с целью выкачивать их деньги. Созданием вакцины против этого вируса должно стать объединение водителей, связующим звеном которого будет платформа. Она не является целью, а представляет лишь инструмент, помогающий объединиться. Невозможно создать платформу, учитывающую интересы большинства, не имея этого большинства. Именно поэтому мы из ролика в ролик повторяем, нам необходимо объединиться. Ведь именно большинство водителей должны решить, какой должна быть платформа и как она должна функционировать. Самым главным отличием платформы объединения будет ее цель – улучшение условий труда водителей. И тут возникает два основных вопроса. Откуда там появятся клиенты и как мы будем противостоять гигантам типа Bolt и Яндекс? Все гениально и просто. Все таксисты объединения подключаются к своей платформе и отключают все остальные. Имея большинство водителей в составе объединения, наличие автомобилей в других приложениях падает до минимума, и единственное место, где их можно найти, это приложение Эсси Таксакондис. Перед переходом на платформу объединения проводится ее реклама в СМИ, соцсетях и других возможных местах. Поэтому сегодня важно развивать наше объединение на Фейсбуке и канал на Ютубе. Для этого необходимо просто кликать мышкой. Владельцы вражеских приложений вынуждены будут временно пойти навстречу своим рабам и постараться удержать их. Какие бы условия они ни предлагали, каждый член объединения должен осознавать, что это всего лишь морковка на палочке, а идущий за ней напоминает животное с картинки. Все, что может сделать приложение, это временная иллюзия лучших условий труда. Примеров временных морковок хватает. Борьба с приложениями – это прежде всего борьба с самим собой, когда каждый осознает важность и ответственность своих действий перед участниками объединения. Абсолютный успех зависит только от самих таксистов. Что же дает нам объединение вокруг связующего звена? Собственное приложение с минимальной комиссией. Она необходима для поддержания жизнеспособности приложения. Это организация, способная влиять на процессы, связанные с такси. Законодательство, страхование, остановки такси, контролирующие органы, ценообразование, обеспечение безопасности водителей и другие социально-экономические потребности таксистов. И, наконец, социальный статус. Таксист снова станет уважаемой профессией, а не ругательным словом. Доходы таксистов вырастут, а рабочее время сократится. За 8-часовой рабочий день таксист станет зарабатывать 3000 евро в месяц чистыми. Качественные изменения в любой отрасли – это революция. Научно-техническая революция использовала для каждого нового шага предшествующие изобретения, такие как письменность, книгопечатание, телеграф и телефон, компьютеры и интернет. У нас нет необходимости идти на баррикады для осуществления качественных преобразований в такси. Все, чего нам не хватает для начала – это единство. Каждый таксист должен понять, что будущее его профессии зависит от него, от его действий. Расскажи про объединение своим коллегам, друзьям и знакомым. Поделись этим видео, подпишись на канал и страницу в Фейсбуке. Все, о чем мы рассказываем, может показаться невозможным, каким когда-то казались автомобиль, мобильный телефон, полеты в космос и даже 8-часовой рабочий день. Все в наших руках. Всем такси.